Добрый день, коллеги. Меня зовут Наталья Геннадьевна Турлопова. Я старший методист Центра развития общего образования, социализации, воспитания личностей. И цель моя сегодня вам прокомментировать положение конкурса педагогического мастерства «Классный-классный». Я, конечно, понимаю, что вы сейчас все в отпусках, но возможность просмотреть трансляцию есть у вас всегда свободное время. Это не обязательно, собственно, смотреть сегодняшнюю трансляцию. Главное, если у вас появится желание принять участие в этом конкурсе, вы можете посмотреть этот методический вебинар, в котором я постараюсь как можно понятнее прокомментировать особенно положение конкурса, основные положения конкурса, требования к конкурсной работе, возможности, как зарегистрироваться и как стать участником данного конкурса. И, собственно, если будут у вас возникать вопросы, можно задавать вопросы в чате, мы их возьмем во внимание подготовки. И если получится возможность в конце трансляции, я постараюсь на них ответить, если вопросы возникнут. И самое главное, что всегда их можно будет вам задать дополнительно по телефонам нашего центра. Пока мы в отпусках, естественно, прокомментировать это положение я могу только в течение недели, пока сама еще не в отпуске. А с 1 сентября уже, к сожалению, начинается, в общем-то, публикация материала, поэтому сроки достаточно ограниченные, поэтому есть смысл эту видеотрансляцию посмотреть. Итак, впервые проводит КЛИРО конкурс классный-классный. Значит, процедура достаточно четкая, она имеет два основных этапа, очный и заочный. Конкурс проводится как представление опыта эффективных педагогических практик, и именно в воспитательной работе и призван к повышению эффективности именно воспитательной работы в школах, формированию общественного мнения о современном классном руководителе как о профессионале своей деятельности. В положении не написано, нет уточнения, что этот конкурс предназначен априори для общеобразовательных организаций. То есть если сейчас меня слушают организации профессионального образования или дополнительного образования, собственно, послушать можно, но факт участия все-таки конкурс предназначен для общеобразовательных организаций. Явно это в положении не прослеживается, поэтому обязательно внимательно почитайте положение, потому что основная работа все-таки классного руководителя в общеобразовательной школе. Ну, задача конкурса, как и всех конкурсов, это способствовать повышению престижа классного руководителя в социуме, трансляции эффективных воспитательных технологий и совершенствование форм и методов с учетом региональных особенностей социокультурной среды Республики Коми и, естественно, направление воспитательная деятельность, формируемые способы взаимодействия с родителями, с обучающимися, с общественностью и с общим социумом. Еще одна из задач – это сохранение школьных традиций, выявление новых интересных инициатив и неординарных идей в организации деятельности классного руководителя. Ну и как конкурсное мероприятие, естественно, его одной из задач является стимулирование творческой деятельности классных руководителей. Принципы конкурса – это гласность, открытость, прозрачность процедур и обеспечение равных возможностей для участия в нем классных руководителей любого класса. Организаторами конкурса являются, в первую очередь, это Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми. Как организаторы выступают Коми Республиканский институт развития образования. Соорганизатором конкурса является Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж и Коми Республиканский лицей при Сыктывкарском государственном университете. Состав
оргкомитета утвержден приказом Министерства образования и молодежной политики, и с ним можно ознакомиться, и он находится, собственно, на страничке конкурса, и наша задача будет, конечно, с этой страницей познакомиться, и я сейчас пройду на эту страницу, то есть мы выходим на сайт Института развития образования, находим вкладку «Профессиональные конкурсы», открываем эту вкладочку, и на вкладочке спускаемся ниже, ищем конкурс. С левой стороны должен появиться конкурс, он под номером 7, республиканский конкурс педагогического мастерства «Классный-классный». Открываем эту страницу, и мы здесь видим, собственно, основное содержание конкурса. Вот в данном случае основные документы находятся по вкладке о конкурсе. Здесь мы видим основное содержание вкладки и какие номинации и сроки проводятся, с кем можно связаться, какие телефоны вот здесь у нас даны. Татьяна Сергеевна Кальницкая, исполняющая заведующим центром, и Анна Александровна Безаник. К сожалению, они сейчас в отпуске, и, собственно, прокомментировать результаты конкурса буду я, но в любом случае, если вы на меня попадете, я всегда смогу вам обязательно объяснить. Документы конкурса здесь же находятся. Вот здесь есть документ на заявку. И, собственно, здесь положение идет конкурса представлено. Вот, пожалуйста, во вкладочке «Оргкомитет» мы можем увидеть членов оргкомитета, кто будет у нас, собственно, принимает участие в организации конкурса. Если вы видите, то и принимает участие у нас и профсоюз работников народного образования в лице Михаила Юрьевича Иванова, то, может быть, еще какие-то изменения будут. И, собственно, есть уже продуманное жюри. Это, в общем-то, жюри, оно представлено из работников образования, школьных учителей. То есть жюри, собственно, оно очень предметно. И вот то, что я вам говорила, что конкурс относится к общеобразовательным организациям, то в членах жюри то в основном находятся, конечно, представители именно общеобразовательных школ. Поэтому с составом жюри можно ознакомиться, посмотреть, кто может принимать участие в конкурсе. Я сейчас еще раз поясняю. То есть в конкурсе принимают участие классные руководители, работающие на момент проведения конкурса не менее одного учебного года с одним коллективом класса образовательных организаций Республики Коми. Вот тут написано образовательных, я еще раз подчеркиваю, общеобразовательных организаций Республики Коми. Конкурс проводится по 2 номинациям. И, собственно, это касается участников. Раз у нас идут 2 номинации. Первая номинация – это классные руководители, имеющие стаж работы до 5 лет на момент проведения конкурса. И вторая номинация – классные руководители, имеющие стаж работы более 5 лет на момент проведения конкурса. Теперь о сроках. Почему вот мы как раз проводим методический семинар? Это очень важно, потому что если мы обратимся к срокам, то сроки прохождения конкурса со 2 июля по 14 сентября 2018 года. То есть со 2 июля по 28 сентября, извините, по 28 сентября 2018 года. Со 2 июля по 14 сентября начинается регистрация и прием документов заявителей конкурса. В рамках этого времени будет проводиться и техническая экспертиза всех материалов, которые заявляет участник. С 15 по 19 сентября экспертиза материалов заочного тура и определение участников очного тура конкурса. То есть до 19 сентября ваши материалы должны быть опубликованы. Я поясню потом, куда и где необходимо публиковать эти материалы и какие материалы мы принимаем здесь. Вот. С 20 сентября по 27 сентября, собственно, происходит очное проведение тура конкурса.
То есть в это время, собственно, будут проводиться конкурсные мероприятия, будут рассмотреть его жюри, и 27 сентября должны будут уже подвестись итоги, которые мы должны объявить 28 сентября. То есть итоги конкурса. Поэтому, естественно, то, что у нас июль месяц, и время на подготовку, собственно, есть, и вы можете найти время для подготовки. До 2 сентября материалы должны быть каким-то образом подготовлены и представлены членам жюри. Можно саму регистрацию пройти вот то есть регистрация она здесь идет от 14 сентября. Это по срокам, которые идут. Значит, основное содержание конкурса, я уже сказала, содержание конкурса из 2 этапов состоит. Один этап – это заочный, он содержит 2 конкурсных мероприятия: визитная карточка и программа организации воспитательной работы в классном коллективе. Что это такое? Что это за конкурсные мероприятия? Визитная карточка – это самопрезентация воспитательной деятельности, которая представляется на основе интерактивных ресурсов. То есть, что это может быть? Все материалы, которые вы можете показать себя, через которые вы можете себя презентовать как классные руководители, должны находиться или на авторском сайте, или на странице школьного сайта, или на странице сайтов социальных сетей педагогических работников. То есть выбор, где вы будете выстраивать систему конкурсной страницы, зависит от вас. То есть тут нет ограничений. То есть это может быть и в рамках школьного сайта, может быть ваш индивидуальный сайт, а может быть у вас страничка в социальных сетях. Вы знаете, что для аттестации вы всегда открываете такие странички. Вот как раз способ себя пропозиционировать как классный руководитель поможет вам страничка социальных сетей. Значит, в рамках своей страницы вы должны обязательно представить: первое – это педагогическую концепцию работы классного руководителя. То есть это текстовый материал, написанный в форме эссе, в котором, в общем-то, на страницах, 2 страницы, как мы говорим по конкурсу, описать свою педагогическую концепцию воспитательной работы и, собственно, какие-то компоненты ее реализации, на которые вы обращаете внимание. Дальше, кроме педагогической концепции, вы должны представить электронные методические материалы, оформленные или в рубрику, или в отдельный блок, в который содержатся разработки и опыт организации внеурочной деятельности. Как классного руководителя. Это может быть ваша программа воспитательной работы, это может быть какие-то мероприятия, связанные как организатора и координатора внеурочной занятости учащихся и другое. Кроме этого, электронные должен содержать, то есть ваша страница должна содержать рубрику или электронные материалы, отражающий опыт взаимодействия с коллегами, то есть учителями разных предметов. Понятно, что классный руководитель иногда проводит совместные мероприятия и классным часам привлекает, в общем-то, учителей других предметных областей. Поэтому, если таковая работа имеется, то есть вы должны представить именно материал такой работы. Это может быть презентация, это может быть сценарий, это может быть фотографии каких-то совместных проведенных мероприятий. Это может быть, то есть самый разнообразный спектр. Главное, чтобы это была страница представлена. Но кроме того, что у вас происходит взаимодействие с педагогами, это может быть взаимодействие с педагогами специалистов других типов организаций, то есть педагогами дополнительного образования или профессионального образования, с работниками культуры, науки, здравоохранения, и так далее. Поэтому, естественно, вот эти взаимодействия, они должны находить какой-то контекст в вашей программе. То есть не просто так взяли и что-то поставили. То есть понятно, что что-то у вас проводилось, что-то вы делали. Это отражено в вашей программе
воспитательной деятельности. И вот эта взаимосвязь программы и с имеющимся уже транслируемым материалом должна прослеживаться. Следующее. Значит, на вашей странице должны быть представлены презентации, фотоотчеты и программы, представляющие опыт взаимодействия классного руководителя с родителями. То есть получается 3 группы таких материалов, которые вы должны представить. Это ваши методические материалы, раз. Второй – это материалы взаимодействия с работниками других сфер. И третий – это материалы взаимодействия с родителями. Но понятно, что если у вас идет сайт, возможно, что у вас должно быть еще и система взаимодействия с вашими воспитанниками. То есть как вы находите, то есть это чаты, это возможные способы обратной связи, ответы на вопросы и так далее. Это касается как родительской общественности, так и детей. Поэтому вот эти группы должны четко прослеживаться на сайте страницы, когда вы будете готовить материал. Критерии оценки конкурса воспитания визитная карточка, они представлены в положении. Положение у нас опубликовано на той странице, о которой я говорила. То есть, если мы вернемся, собственно, на эту страницу и откроем понятие документы, да, то проведение конкурса классный это положение. Я сейчас не буду загружать, потому что оно скачивается. Нам здесь нет необходимости это делать, поэтому показываю только, где найти. Критерии достаточно прозрачны. Самое главное, что будут просматривать эксперты, это то, что, во-первых, те рубрики, которые я сейчас обозначила, они должны быть в обязательном порядке, плюс какие-то формы легкого дизайна и легкого поиска. Это тоже очень важно, потому что не всегда этот материал на сайте можно найти. Нужно вам продумать именно дизайн ресурса, качество и наполненность информационную вашего ресурса, степень функциональности его работы, то есть вот насколько он функционален, как часто вы там работаете, как вы организуете или как вы планируете организовать, собственно, работу на сайте. Обязательно будет просматриваться качество публикуемых материалов. Этот вопрос всегда ставится и, в общем-то, просматривается всеми экспертами. То есть подготовке электронных материалов нужно подходить как к подготовке обычных печатных материалов. Поэтому обратите внимание на качество этих материалов. Ну и, что очень важно, это актуальность информации. Сайт должен быть живым. Живым в смысле, что он должен быть активным, он должен быть функциональным, он должен работать, и он должен быть открыт не для того, чтобы только открыть, а для того, чтобы он начинал работать, что были варианты обратных связей. Второе конкурсное испытание заочное. Второе – это, собственно, сама программа организации воспитательной работы в классном коллективе. Программу необходимо будет опубликовать в заявке. Вот если мы вернемся, собственно, на сайт конкурса и обратим внимание на заявку, да, вот представлена здесь заявка, сейчас смотрю. Пишем мы полностью в заявке ваша фамилия, имя, отчество, имейл, телефон. Обязательно мы просим это писать для быстрой оперативной связи. Иногда нам нужно очень быстро выйти на конкурсанта. И если некорректно написан или телефон, или имейл, это очень затрудняет работу организатора. Собственно, вот здесь мы фиксируем, в какой номинации вы планируете принять участие. Здесь необходимо поставить галочки. Вот галочка «Классный руководитель, имеющий стаж до 5 лет» и «Классный руководитель, имеющий стаж более 5 лет». Галочка. То есть это номинации представлены. И теперь, что не обязательно у нас здесь представляется. То есть вот как раз один из компонентов заочного конкурса – это, собственно, сама программа. Вы должны ее вставить вот в третью группу. Напишите, вот, выберите файл, файл выбирается и загружается. Обязательно в файле напишите фамилию файла и программа классного руководителя. Иногда программа имеет образное название, вы можете использовать как раз образ вашей программы, но фамилия ваша должна быть обязательно, иначе мы не сможем ваши материалы потом найти. Поэтому, когда перед загрузкой файла подготовьте документ, значит,
каком виде. Файл может загружаться в PDF, и файл может загружаться в Word. Поэтому вы подготовьте этот Word-овский или PDF-файл. Обязательно, чтобы название соответствовало, чтобы в названии обязательно была ваша фамилия, чтобы нам потом, как организаторам, было легче его найти. Вот. И вот здесь мы опять обращаем внимание, здесь в заявке указано конкурсный материал на заочный тур, ссылка на персональный сайт участника конкурса. Сюда необходимо будет ставить ссылку вашего сайта, вашей странички на сайте школы или странички социальной сети. Здесь еще представлена еще одна, в общем-то, строка. Здесь мы просим прислать фотографии и участника на ваше усмотрение. В данном случае, так как сайт не может принять эти фотографии, то есть сюда они не будут у вас вставляться, вы на своей страничке сайта подготовьте фотоматериал, то есть ваша личная фотография, жанр фотографии, которую мы могли скачать для формирования буклетов участников. То есть, собственно, здесь не надо вставлять, то что, видите, тут и нету ссылочки «Вставить материал». Здесь просто дается ссылка, где можно нам, организаторам, взять ваши фото и жанровые фотографии для составления буклета. То есть уже в заявке все эти компоненты предусмотрены, то есть которые должны быть, в общем-то, которые очень внимательно прописаны в положении. Наверное, критерии я просто озвучу. Это общая характеристика программы, актуальность, прогностичность, ориентация на результат, реализуемость, готовность к трансляции, отражение нормативно-правовых, методологических и концептуальных основ воспитательной деятельности, это нормативно-правовое обеспечение содействия современным требованиям к организации воспитательной деятельности. Обращается внимание на структуру и оформление программы, то есть титульный лист. То есть программа должна была быть принята, и, соответственно, в титульном листе должно быть указание на время принятия, время реализации. Если программа реализуется не один год, то она принимается ежегодно, значит, с какого года эта программа принята или с какого времени она реализуется, должно быть обозначено на титульном листе. Если в подготовке вы сейчас будете, то есть в вордовском файле компоненты печатные, письменных не будет, обязательно титульный лист делайте в PDF. То есть саму программу можно в Word, а титульный лист в PDF. А лучше, в общем-то, весь документ перевести в PDF-файл. Значит, и так далее. Собственно, когда материалы ваши будут готовы, большую часть работы вам придется в рамках конкурса подготовка вот внешних вот результатов на сайте, ну и, собственно, материал. Почему мы обращаем внимание на качество программы? То есть очень часто бывает, что программа бывает неполной, то есть нет основных структурных компонентов. Есть присылаются программы на конкурс, в которых даже нету титульного листа. Пожалуйста, это конкурсный материал. Вы можете добавить еще титульный лист, в котором вы можете указать, это что-то конкурсная программа. То есть помимо титула, который принимается школой, вы должны указать, что вы принимаете участие под какой-то номинацией. Поэтому вы готовите конкурсный материал, и наши эксперты должны четко видеть, что в самом материале вы понимаете, что вы пишете. То есть у вас есть титульные листы, ваша программа соответствует требованиям такой структуре этого документа. Программа должна содержать ресурсы, технические ресурсы, она должна содержать какие-то библиографические ресурсы, которые вы используете, и все это должно быть очень корректно оформлено. Поэтому на корректность оформления в первую очередь будет смотреть жюри, помимо содержания. Содержание в любом случае оно должно быть вашим, интересным, оригинальным и нестандартным. То есть, конечно, нам интересно увидеть хороший, полезный и инновационный опыт, но инновационный опыт не будет красиво презентабельно выглядеть и достойно смотреться, если вы не сделаете качественный документ. Поэтому на это обращается внимание.
Что еще следует сказать? Значит, после того, когда эксперты просмотрят заочно, я уже говорила по датам, что у нас экспертная часть заканчивается, то есть техническая экспертная часть заканчивается 14 сентября. То есть мы опять же возвращаемся сроком, опять обращаясь, то есть до 14 сентября у вас должны быть представлены электронные материалы и оформлена заявка. Технически мы ее просматриваем. И с 15 сентября начинается экспертиза материала. После того, как она прошла, на сайте будут обозначены участники, и участниками к очному туру конкурса допускается не более 5 участников, набравших наибольшее число баллов по результатам заочного тура по каждой номинации. То есть с каждым из участников, который прошел по рейтингу, то есть вошедших по рейтингу в пятерочку, будет связан, мы соединимся с организатором, организаторы будут оперативно связываться для того, чтобы вы могли принять участие в очном туре конкурса. Очный тур конкурса, как я уже говорила, с 20 по 27 сентября. Он включает в себя одно конкурсное испытание. Это конкурсное испытание «Классный час». Проведение фрагмента классного часа. Ну, очередность, она будет, собственно, уже определена, когда вы приедете, то есть кто за кем будет выступать и какая группа детей или участников у вас будет применена, это все будет в рамках организации, поэтому, но она будет с вами согласовываться. Значит, что здесь обратить внимание? На рекламу проведения, то есть при подготовке очного этапа мы обращаем внимание, первое, что классный час должен идти не более 30 минут. Само проведение фрагмента. И 10 минут дается на самоанализ этого фрагмента классного часа и ответы на вопросы жюри. То есть само конкурсное испытание будет идти около 40 минут. Для проведения этого мероприятия вы можете привлекать помощников к себе, то есть волонтеров из числа группы поддержки. Это могут быть родители, коллеги, обучающиеся. То есть они помогут вам провести этот классный час, что-то в организации помогут, там в оформлении могут помочь вам. Поэтому продумайте, кто готов вам быть помощником, пригласите его для этого конкурса. Кроме этого, в организации подготовки этого фрагмента участник может использовать различные интерактивные средства и методические материалы электронного вида. Поэтому в данном случае оценивается, конечно, ваше владение информационно-коммуникативными технологиями. Это тоже очень важно, это актуально и современно, поэтому как можно интересные варианты можно подготовить именно такого характера. Критерии оценки конкурсного испытания «Классный час» – это презентация профессиональной компетенции педагога как воспитателя, презентация методической ценности конкретного воспитательного опыта, презентация коммуникативной компетенции – это организация общения на классном часе, обратная связь общения, вот на это будет смотреться, и презентация общекультурной компетенции, то есть не будет рассматриваться некая предметная содержательность вашей профессиональной особенности, а широкий профиль, мировоззренческий профиль, то, что будет учитываться. То есть это умение говорить, умение себя преподать, умение правильно выстроить речь, грамотно задавать вопросы и так далее. То есть это такая общекультурная коммуникация. Презентация организаторской компетенции педагога, то есть организаторское – это умение включить в процесс классного часа ваших воспитанников, умение их организовать, получить обратную связь. Также, вот я уже сказала, презентация уровня владения информационно-коммуникационными технологиями. И в рамках вот этих 40 минут должен быть виден результат вашей работы, то есть должны быть продемонстрированы достижения воспитанников в рамках данного конкретного занятия.
Вот это критерии для оценки классного испытания. Подробнее можно познакомиться в положении. Положение критерий очень развернуты, очень прозрачные. Можно посмотреть, на что будут обращаться внимание жюри. Поэтому внимательно все прочитайте, и когда будете готовить, в общем-то, конкурсное испытание, вам придется его готовить, в любом случае обращайте на это внимание. Теперь, что обязательно надо? То есть я уже, в принципе, обращалась внимание на заявку. Да, еще раз я обращаю внимание, это 4-й пункт порядок представления документов на конкурс. Я уже говорила, что нужна будет заявка участника конкурса. Заявка, она должна быть распечатана, заполнена от руки. В заявке должно быть подпись вашего руководителя и печать вашего учреждения. После этого вы эту заявку, текстовую заявку переводите в PDF-файл, и после этого вы его загружаете сюда. То есть загружать нужно вот в рамках заявка на участие в конкурсе в PDF-формате. То есть вы его должны распечатать, заполнить все, как там положено, и загрузить PDF-файл. На файле PDF у вас тоже должно быть написано заявка и ваша фамилия. Заявка участника и ваша фамилия, чтобы мы не путались, чтобы наш этот файл не потерялся. Согласие участника конкурса на обработку персональных данных. То же самое. Распечатываете из положения файл, заполняете вручную, переводите в PDF-формат. Файл называете согласие и фамилию вашего участника. То есть и только после этого этот файл загружается. То есть обязательно каждый файл должен иметь вашу фамилию. Если файл не будет иметь вашу фамилию, организаторам будет трудно найти ваши материалы для того, чтобы представить их экспертам. И вот я уже говорила, программа воспитательной работы. Есть ограничения, цифровые ограничения, поэтому мы здесь рассматриваем программу, но не рассматриваем приложения. Все ваши приложения, которые идут в рамках вашей программы, должны быть опубликованы на сайте. То есть эта программа, это чистый программный документ. То есть это титульный лист, основные концептуальные основы пояснительной записки, перечень мероприятий, ресурсы, список исходной литературы и все. То есть в целом программный документ не должен иметь более 15 страниц, даже 15 это будет много. Поэтому здесь есть ограничения, посмотрите внимательно, чтобы у вас он был не перезаполнен. Все, что касается приложений, сценарии, фотографии, ваши мероприятия, какие-то формы согласований, они все должны быть на сайте представлены. То, что я говорила в самом начале. То есть контекст программы и ваш материал, который будет в электронном виде, они должны соответствовать. То есть мы должны знать, что в рамках вашей программы уже было сделано, какие результаты вы достигли в рамках реализации этой программы, или на каком уровне у вас реализована в данном случае программа. Если, допустим, программа трехгодичная, вы работаете с пятиклассниками, и у вас 5, 6, 7, 8 класс еще будет классное руководство, то программа у вас должна быть реализована только по пятиклассникам. Если у вас семиклассники, и вы уже работаете с ними 2 года, то помимо программы вы должны представить результаты уже где-то из 5, и 6 класса, и 7 класса. То есть смотрите, как систематизируете вы эти материалы для экспертов. Здесь, кстати, написано и про подборка цветных фотографий. Это в форме ссылки. Я уже говорю, что здесь идет ссылка на материал, потому что объем всегда цифровых фотографий и материалов достаточно объемный, и сайт не может принять такой объем информации, поэтому мы просим это загружать на сайты. И очень важный компонент. Если в рамках технической экспертизы ваши материалы не будут представлены так, как мы вас просим, то, собственно, вы просто не проходите технический этап. То есть, если перечисленные мной документы не будут иметь фамилий, у вас не будет корректно написан email, телефон, не будут файлы загружены и не будет ссылок, то мы как организатор имеем право эти материалы отклонить.
чтобы не загружать нам, наших экспертов, лишней работы. Поэтому очень аккуратно и очень внимательно подготовьте материалы перед подачей заявки. То есть сначала подготовьте материалы, проверьте их, обозначьте их правильно, и только после того, когда вы проверите, что все ваши материалы готовы, и вы готовы их отправить, вы заполняете заявку. Значит, все материалы, результаты конкурсного, заочного и очного этапа, они будут публиковаться как раз вот по ссылке документы и результаты. Появится вкладочка результаты. Их можно будет заходить и просматривать. То есть результаты заочного тура и результаты очного тура будут представлены здесь. Помимо этих материалов, здесь, возможно, появится буклет основных участников очного тура, который тоже можно будет скачать. Значит, победители конкурса будут выявлены на основе рейтингового списка, как заочный, так и очный тур. То есть эксперты будут заполнять электронные таблицы, и автоматически будет выявляться рейтинговый список. То есть, опять же, будет процедура достаточно прозрачна и для организаторов, и для экспертов. И, собственно, каждый компонент очень четко то есть каждый критерий имеет четкие баллы, это вы увидите, когда вы откроете, собственно, критерии оценки. Поэтому я думаю, что как раз рейтинг будет очень легко выстраиваться. Значит, какие могут быть результаты? Ну, у нас 2 номинации. По 2 номинациям, собственно, определяются победители. Победителям будет присуждаться звание победителя республиканского конкурса педагогического мастерства классный. И по рейтингу первые 3 человека получают диплом 1, 2, 3 степени в каждой вот номинации. Основные победители будут награждены в рамках форума. Собственно, это все прописано в положении. Форум будет проводиться в октябре 2018 года, и, собственно, результаты будут известны достаточно быстро. То есть я полностью прокомментировала положение, обратила внимание на то, что необходимо обратить именно в заявке. Если будут какие-то вопросы по критериям оценивания, если вдруг окажется такое, что у вас появился вопрос, то, пожалуйста, вы можете позвонить. Телефон здесь дан, я уже говорила. По телефону, хоть и написано Татьяна Сергеевна Кальницкая, 28 37 17, по этому телефону сижу я и тоже могу прокомментировать, собственно, особенности этого положения. Ну вот, кратко такая информация. Я думаю, что критерии я комментировать не буду, их не надо внимательно открыть и внимательно просмотреть, потому что наши материалы будут в этих рамках оцениваться. Извините, пожалуйста, что кашляю. Но я думаю, что как раз и степень прозрачности этого положения, она очень видна. Я с вами, собственно, основные материалы по положению я прокомментировала. Мне очень важно, чтобы вы правильно разобрались с заявкой. То есть еще раз я на это напоминаю, телефон есть. Подать электронную заявку, какие документы. Почему на это обращаются? Потому что от качества этих документов зависит, насколько мы будем быстро, оперативно с вами связываться. И, собственно, техническая часть будет как раз просматривается, насколько качественно вы загрузите эти документы. Вот эта техническая часть, они будут грамотно загружены, материал будет найден, значит, вы техническую экспертизу, собственно, уже прошли. А уже содержательная экспертиза будет проводиться членами жюри. Жюри хоть и большое, в жюри 13 человек. Я думаю, что у нас традиционно один материал просматривает не один член жюри, а несколько членов жюри. То есть все рабочие материалы просматривают от 3 до 5 иногда членов жюри, в том числе и иногда организаторы могут просматривать эти материалы, так как мы имеем методические подоплеки, собственно, владеем самим конкурсом содержательной основы, поэтому мы тоже это будем просматривать. Ну, собственно, все. Коллеги, я
Хорошо, что я уложилась в очень небольшой объем. Я думаю, сильно времени с отпуска я у вас не потратила. И сейчас у вас есть время все это обдумать, просмотреть и подумать о желании, о возможностях принимать участие в данном конкурсе. Желаю вам успеха, дальнейшего отдыха. До свидания.